Всем добрый день, уважаемые друзья, братья абхазы. Хотел бы обратиться к вам и обратиться к Кана Кварчия, который, я так понял, делает все для того, чтобы между чеченским и абхазским народом никогда не было братства, единства. Проблема заключается в том, что когда-то, когда в Абхазии были тяжелые времена, с Чеченской Республики, как из других регионов Российской Федерации, из Кавказа, пришли на помощь абхазам чеченцы, их возглавлял Шамиль Басаев. На тот момент он, по сути своей, шел в Абхазию как человек, который хотел помочь, может быть, абхазам в обретении своей независимости в войне против Грузии. Как бы оно ни было, на тот момент произошли события, после которых Абхазия стала независимой и, по сути, уже зажила отдельно от Грузии. И некоторое время после этих событий Шамиль Басаев для абхазов стал где-то каким-то героем. Ну, вы знаете, героем человек может стать на определенное время, и потом, если он перечеркнет все свои героические действия, события, которые были связаны с ним, то после этого этот человек должен быть предан забвению. Шамиль Басаев в истории чеченского народа совершил один из самых постыдных актов, который является постыдным не только для чеченца, который является настоящим чеченцем, для любого кавказца, для любого жителя планеты, любого нормального человека. Он захватил, получается, больницу, роддом в Буденновске, где были женщины, новорожденные дети. Из-за Шамиля Басаева там погибли мирные люди, там пролилась кровь женщин и детей. Это в истории чеченского народа самый постыдный шаг. Я не говорю о том, что Шамиль Басаев непосредственно принимал участие в убийстве моего брата. Я об этом не говорю. Почему? Потому что, ладно, мой брат был взрослым человеком со своей позиции. Я говорю о том, что Шамиль Басаев совершил убийство огромного количества женщин, детей, стариков. И это не только Буденновск. В Чечне есть огромное количество семей, которые потеряли своих близких благодаря непосредственно террористическим действиям Шамиля Басаева. И не только в Чечне. И в Ингушетии, и, можно сказать, в Дагестане есть огромное количество людей, которые потеряли своих близких непосредственно благодаря Шамилю Басаеву, его банде, которая вершила вот эти страшные ужасы непосредственно под руководством Шамиля Басаева. И у меня вопрос к абхазам. Мы с вами являемся братскими народами. Между нами есть исторические родственные узы. Весь Кавказ всегда был между собой в огромном количестве родственных отношений, в огромном. Точно так же мы в родственных отношениях и с грузинами, и с абхазами, и со всеми народами, которые проживают на территории и постсоветского пространства, да и Кавказа в целом. Вот я бы хотел задать вопрос абхазам и вот этому товарищу Кана. Вот неужели вы для того, чтобы отработать лично какие-то свои личные интересы, готовы сделать так, чтобы вы поссорились со всеми народами Кавказа? Когда-то, может быть, Шамиль Басаев был героем, но после этого он сошел с ума, и он стал кровавым убийцей. На его совести смерти огромного количества людей. И эти люди
родственники этих людей, они до сих пор с огромной ненавистью вспоминают про этого человека. И тот человек, который хочет сегодня из него сделать героя, он будет непосредственно зачинщиком этого ненавистнического непосредственно гнезда. Я думаю, что любой здравомыслящий человек должен подумать, прежде чем делать из кровавого убийцы героя, потому что на вас смотрит огромное количество людей, которые потеряли близких благодаря этим сатанистам, ваххабистам. Поэтому просьба всем тем, кто из ложных идеалов пытается сделать себе кумиров, подумать хорошенько, нужно ли вам себе такое количество врагов противопоставлять. Лучше будет, если мы будем с вами дружить, если мы с вами будем единым, как говорится, фронтом стоять друг за друга и знать, что мы есть одно целое. Поэтому просьба, пожалуйста, не делайте себе ложных кумиров. Шамиль Басаев не герой. Он кровавый убийца. Ахмад сила, Россия мощь, Бог един. Аллаху Акбар.